В Кармаскалинском районе супруги Рауза Сафина и Ильдар Тагиров воспитывают 11 детей. В феврале женщине присвоили звание «Мать-героиня». Свою жизнь она посвятила детям. Муж старается, чтобы семья ни в чем не нуждалась. Помогает и государственная поддержка. Подробности далее. Математику номер 120. Пока делаю, я потом тебя проверю, посмотрю. А Венера у нас что дорисовывает? Раскрашиваю. Раскрашиваешь? Она не учитель, но дома у нее словно небольшой класс детей. У Раузы Сафиной 6 дочек и 5 сыновей. Крановщица по образованию. Несколько лет проработала по профессии. Она и в материнстве достигла высот. Тоже как заслуженная работа получается. Самая опасная работа — домохозяйка. Каждый ребенок у нас в семье рождается своим счастьем. Это хорошо, это просто счастье, но это тяжело. Иногда бывает просят, а иногда просто самой подходишь и помогаешь. Хотя мама говорит не надо, но я счастлива, что у меня есть такая мама, такая большая семья. И если кто-то будет в обиде, я не дам его обидеть, потому что это моя семья, это мои братья и сестры. Один за всех и все за одного. Старшие, как наставники младшим, а те, в свою очередь, берут с них пример. Отдельная гордость – уголок с медалями и 3 папками, заполненными грамотами. Венцом всего этого стала одна из недавних наград. От 8 ноября 2023 года Сафина и Раузе Гадрауфовне. Рауза Сафина получила звание «Мать-героиня». Муж и дети и до этого считали ее такой. Теперь это уже официально. У меня гордость за нее, потому что она все-таки заслужила это. Я жену люблю, уважаю. Мы все везде вдвоем только. И приучаем к этому детей своих. К любви, радости, чтобы не, как говорится, ничего чужого не трогали, не воровали. Собственным чисто трудом приучить. Воспитание, образование дать. К любви. Последнее ни за какие деньги не купишь, но этого в семье вдоволь. А вот материальная поддержка была не лишней. Вместе с званием Рауза Сафина получила 1 000 000 рублей. Деньги распределили сразу на самое нужное. Ну вот наконец-таки мы доделаем ремонт, что денег не хватало. Вот полностью все утеплить. Дома, полы, потолок, все комнаты. На 500 000 мы материал закупили. Руки есть, и дети помогут. Это мы быстро оставили деньги вот сейчас жене. Протезированием зубов сейчас начали заниматься. Сарайку утеплили внутри. Двери поставить, 50 кур несушек. Осталось и на поддержанную иномарку. В семье есть «Газель», которую получили 9 лет назад. Но слишком много стало уходить на топливо. Поддержкой в последние годы стало пособие. Семья получает на каждого несовершеннолетнего ребенка по 13 000 рублей. В месяц выходит около 65. Детей нужно одеть, накормить. Многие занимаются спортом. По примеру папы, даже кошку уже приобщили к физкультуре. Есть у семьи и одно заветное желание. Мечтаем все вместе куда-нибудь поехать, отдохнуть. А самая главная мечта супругов уже сбылась. Еще в молодости они решили, семья будет большой. Рауза сама росла в многодетной. Бывает сложно, не скрывают, но трудности всегда перевешивает радость, когда в 11 любящих голосов они слышат «мама» и «папа». Анастасия Ильчубаева, Равиль Рахимзянов. Новости. Кармаскалинский район.